ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник, 15:00. Кадетский корпус УГТУ. Встреча председателя Госсовета Республики Коми с пожарно-спасательным отрядом. Игорю Ковзелю продемонстрировали кадетские корпуса, где живут, учатся и тренируются ребята. В будущем каждый из них сможет работать спасателем. Этот факт сильно впечатлил председателя Госсовета. На встрече обсудили нюансы работы кадетского корпуса, материально-техническую базу и работу будущих спасателей. В данный момент проходит первоначальную подготовку пожарного. Через месяц, это где-то в первой декаде марта, у нас запланирована аттестация их совершеннолетних ребят как пожарных. И потом в дальнейшем наше структурное подразделение ребята будут внесены в реестр, внесены в пожарный гарнизон, в Ухтинский гарнизон пожарной охраны. Ну и, соответственно, будем выезжать, тушить, спасать. Второй пункт повестки дня Игоря Ковзеля – встреча со студенческим активом университета. Молодежь без стеснения задавала провокационные вопросы председателю Госсовета. Ребят интересовало выделение денег для волонтеров из республиканского бюджета, формирование льгот, улучшение качества дорог в Ухте и республике. По словам Игоря Ковзеля, от встречи со студентами у него остались только положительные эмоции. Вообще впечатление очень хорошее, потому что с молодежью всегда интересно встречаться, задают много интересных и необычных вопросов, достаточно открытых. Ребята не скованные ничем. В общем, новое поколение растет, и очень приятно их видеть. Много ребят понравилось, что занимается волонтерством, волонтерское движение развито в Ухте. И это как-то вселяет оптимизм. Также Игорь Ковзель ответил на вопрос о нефтяной отрасли. Спикер признал, что изменение цен на нефть отсрочат программы по модернизации и строительству новых мощностей. Однако, по его же словам, это не должно повлиять на текущую деятельность. Итогом встреч стал призыв к информированию Госсовета об изменениях во всех сферах жизни города, начиная от сокращения рабочих мест и заканчивая волонтерами.